Первый вопрос, как я уже говорил, мы будем обсуждать проект постановления Государственного собрания о проекте федерального закона об общих принципах организации публичной власти субъекта Российской Федерации, который внесли сенатор Совета Федерации и депутат Государственной Думы Федерального собрания Клишас и Крашенинников. У меня есть предложение заслушать информацию Светланы Николаевны Федуловой, заместителя руководителя начальника государственного правового управления аппарата Государственного собрания Республики Саха-Якутия. Затем мы, предоставим возможность задать вопросы. Поэтому я прошу после выступления Светланы Николаевны обозначиться желающим задать вопросы. Ну и потом, если будет необходимость, мы постараемся дать возможность высказаться, прежде всего, нашим гостям, нашим аксакалам. Договорились? Спасибо. Пожалуйста, Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, может быть, все-таки с трибуны? Может, вы мне разрешите здесь, потому что Хорошо. У меня много документов. Хорошо, согласен. Ага. Пожалуйста, Светлана Николаевна. Добрый день. Итак, законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации поступил в Государственное собрание 5 октября, и отзывы должны быть направлены до 31 октября. Значит, данный закон, согласно пояснительной записке, вообще направлен на приведение в соответствие с Конституцией Российской Федерации, исходя из идеи о единой системе публичных органов власти. Вот, структура законопроекта, она достаточно такая понятная, простая, небольшая. Здесь 11 глав предусмотрено. Значит, я могу назвать, как называются эти главы. Общее положение, затем законодательный орган, 3 глава – высшее должностное лицо субъекта, 4 глава – система исполнительных органов власти, 5 глава – иные государственные органы, формируемые в субъекте Российской Федерации, глава 6 – участие органов государственной власти субъекта России в рассмотрении Государственной Думы проектов федеральных законов по предметам совместного ведения. 7 глава посвящена общим принципам разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти субъекта и органами местного самоуправления. 8 глава – экономическая основа деятельности органов публичной власти субъекта России. 9 глава – взаимодействие органов публичной власти в субъекте России. 10 – это государственный контроль за деятельностью органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Федерации. И 11 глава – это заключительное и переходное положение. Данный законопроект в основном сделан на основе 184-го закона действующего об принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Буквально, текстуально совпадают некоторые статьи и главы. Но что касается изменений, вот основная идея об установлении и регламентации единой системы публичной власти, он прослеживается в названиях глав. В 1 главе «Общее положение» речь уже идет об органах местного самоуправления. Но здесь и можно назвать еще и некоторые другие главы, например, 7, где речь идет о принципах разграничения полномочий, и об экономической основе. Вот что касается, можно сказать, что в данном законопроекте
все-таки, видимо, сохраняется принцип самостоятельности органов местного самоуправления, потому что вот этот принцип автономности, он несколько раз называется. Это такой все-таки рамочный законопроект, то есть он ничего нового, в общем-то, как будто не устанавливает. Но вот единственное, что в части 6 статьи 1 федеральная власть, субъектовая власть и значит, публичная власть, осуществляемая органами местного самоуправления, она названа уровнями публичной власти. То есть можно так подумать, что это вроде какой-то третий, может быть, низовой такой уровень публичной власти, хотя до настоящего времени мы рассматривали публичную власть как параллельной власти, государственная власть и органы местного самоуправления. Вот в этом смысле это какая-то новелла. Во-вторых, что касается органов законодательной власти, значит, вот здесь можно относительно законодательного процесса назвать некоторые новеллы. Прежде всего, в перечень субъектов права законодательной инициативы включен прокурор субъекта Российской Федерации, то есть прокуратура субъекта Российской Федерации. Во-вторых, есть такое право у президента Российской Федерации по законопроекту, который состоит в том, что президент России до обнародования главой субъекта закона, принятого законодательным органом, может направить запрос в Конституционный суд Российской Федерации, и в таком случае приостанавливается обнародование, и если Конституционный суд примет решение о том, что принятый закон не соответствует Конституции и иным федеральным законам, то, значит, обнародование не должно случиться, и глава должен, поступить соответствующим образом. Теперь, что касается роспуска законодательного органа субъекта Российской Федерации. Вот здесь у нас этот порядок стал более простым, потому что вот и раньше такой порядок существовал, роспуска в том случае, если судом установлено, что принят закон, не соответствующий Конституции, и если в течение 6 месяцев субъектовый парламент не исправлял ситуацию и повторно суд устанавливал, что в связи с этим появились препятствия для реализации полномочий органов федеральной власти или нарушены права и свободы человека и гражданина, то в таком случае президент Российской Федерации мог распустить парламент субъекта. Вот сейчас вот этот второй фильтр, он теперь не должен существовать. То есть теперь достаточно, чтобы суд признал, что есть противоречие, а парламент в течение 6 месяцев не принял соответствующего закона, который устраняет вот это противоречие или не совершил какое-то другое действие. Вот. И, и в такой ситуации президент вначале предупреждает законодательный орган, а потом уже может распустить законодательный орган. Вот теперь, что касается статуса депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации. Теперь появилось, что касается прав, гарантий, это все сохраняется, но в соответствии с частью 16 статьи 19 данного законопроекта теперь у депутатов появилась обязанность сообщать органы прокуратуры обо всех случаях обращения лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в течение 5 дней. Комиссию по проверке данных, представления документов о доходах и органы прокуратуры. Вот такая обязанность появилась.
Ну и дальше, наверное, следует уже перейти к главе, то есть к высшему должностному лицу. Нет. Есть еще, так сказать, одно интересное новшество, касающееся прекращения депутатских полномочий. Вот раньше, то есть в нынешнем действующем 184-м законе федеральном установлено, что если не представлены или не своевременно представлены документы о доходах, то это является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. А в законопроекте в части 20 статьи 19 установлено, что в данном случае не прекращение депутатских полномочий следует, а предупреждение и освобождение от должности в парламенте субъекта без прекращения депутатских полномочий. Вот. Теперь, что касается высшего должностного лица. Вот здесь новелла, она существенная. Дело в том, что в действующем 184-м федеральном законе установлено в статье 2, что должность высшего должностного лица может быть установлена законом субъекта Российской Федерации. Сейчас такая должность обязательна. Она обязательна, а вот в действующем законе это, во-первых, не обязательно, а во-вторых, высшее должностное лицо фактически приравнено к руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. И таким образом, что произошло? Во-первых, отделили высшее должностное лицо от высшего исполнительного органа. Теперь это зависит от решения субъекта Российской Федерации. То есть либо высшее должностное лицо будет просто возглавлять и руководить деятельностью высшего, то есть исполнительной властью, либо оно может еще и возглавить правительство субъекта Российской Федерации. И теперь таким образом изменилась и система органов исполнительной власти. То есть вот у нас, значит, высший исполнительный орган государственной власти должен быть, и, значит, там, соответственно, значит, а в случае, если у высшего должностного лица, то есть если он возглавляет правительство, то тогда у него должен быть заместитель высшего должностного лица. Вот так вот. И высшее должностное лицо теперь включено, ну, я бы сказала, более основательно вот в эту вертикаль власти. Во-первых, оно занимает сразу две государственные должности: государственную должность Российской Федерации и государственную должность субъекта Российской Федерации. И, видимо, в связи с этим теперь, значит, высшему должностному лицу президент Российской Федерации вправе объявить выговор. Есть еще такое. Так, и в законопроекте появилась статья, которая довольно подробно расписывает порядок выборов главы законодательным органом субъекта Российской Федерации. Раньше это так не расписывалось. Вот теперь это все расписывается. Так, теперь вот что касается досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица. Ну, во-первых, надо сказать, что в действующем законе была предусмотрена возможность отзыва высшего должностного лица населением территории, ну, то есть субъекта Российской Федерации. Вот теперь такая возможность как бы не включена в этот законопроект. Вот. И теперь такая есть норма, что от решения от должности высшего должностного лица влечет отставку председателя высшего исполнительного органа. Так. И теперь у высшего должностного лица появилось правомочия определять систему органов исполнительной власти, а раньше это должно было определяться законом субъекта Российской Федерации. И вот у нас есть, кстати, соответствующий закон. Теперь это полномочия
высшего должностного лица. Вот что касается нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти, если раньше была некоторая свобода, и в некоторых субъектах Российской Федерации нормативные правовые акты не регистрировались, не проходили государственную регистрацию, а публиковались в течение небольшого времени, и считалось, что это иногда даже хорошо, потому что это происходило быстрее, чем если бы осуществлялась обязательно государственная регистрация. Так вот, сейчас появилась эта самая государственная регистрация в реестре правовых актов субъекта. Так, и сейчас есть очень интересная норма, которая детализирует 72-ю статью Конституции Российской Федерации, в которой названы вопросы, относящиеся к совместному ведению органов федеральной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Буквально они расписаны, то есть в каком виде, что именно в совместном ведении надлежит делать органам государственной власти субъектов России. Вот, то есть этого раньше тоже не было. И такой рамочный вид приобрели некоторые статьи федерального закона 184-го, которая расписывала, допустим, экономическую основу и порядок осуществления полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Так, теперь надо сказать, каков порядок вступления в силу. Значит, основная часть вступает в силу с 1 июля, это по задумке инициаторов, с 1 июля 2022 года. Отдельные главы, например, общее положение, глава 1 вступает в силу со дня официального опубликования. И главы 7 и 8, регулирующие полномочия субъектов России, определяющие экономическую основу, вступают в силу с 1 января 2023 года. И при этом к законопроекту приложен очень большой перечень законов, которые надлежит упразднить или внести изменения, или признать утратившими силу. Все? Да. Спасибо, Светлана Николаевна. Значит, коллеги, перейдем к вопросам. Я бы хотел попросить желающих задать вопрос обозначиться на экране, чтобы было понятно, сколько у нас желающих задать вопрос, понимать, поскольку у нас участников очень много, более 70 человек. Так, я пока вижу одного, два, трое. Трое. Из зала один. Трое. Четверо. Все? Больше нет желающих задать вопросы, чтобы закрыть? Да, тоже. Я вас посчитал, Игорь Михайлович. 5, 6. Значит, коллеги, если больше нет желающих задать вопросы, мы на этом ограничимся. Значит, изъявили желание задать вопросы. Верните еще экран наверх. Кожухов Евгений Романович, Михаил Евгений Исаевна, Григорьев Игорь Никентьевич, значит, Сальников Михаил Семенович, Ларионов Егор Михайлович и Жирков Егор Петрович, да? Еще Иванова, тут фамилия Иванова. Все, на этом ограничиваемся. Спасибо, коллеги. Значит, пожалуйста, Евгений Романович Кожухов. Спасибо.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, все присутствующие. Вопросов, конечно, будет много. Я обозначу пока два, потому что дать возможность всем. Не пока два, Евгений Иванович, давайте два вопроса. Два вопроса, хорошо, спасибо. Я извиняюсь, перебью. Мы договорились о том, что максимально мы дадим возможность нашим старейшинам, значит, тем, кто проработал, а не депутатам действующим. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. Ну, получается, звенящий такой вопрос стоит. Правом законодательной инициативы является, значит, будет являться в регионе прокуратура. Ну, прокуратура, как известно, у нас надзорный орган. И как он все-таки, вот как на ваш взгляд, докладчику, наверное, вопрос, потом кому еще, будет данный вопрос рассматриваться? И к чему он может привести в совокупности, когда действительно надзорный орган имеет право законодательной инициативы, и не наступит такой перекос, когда практически мы будем все зависимы от прокуратуры. Это первый вопрос. Спасибо. Задайте второй тоже сразу. Второй, в праве уточнения я хотел просто уже, пункт 7 в разъяснениях, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта Российской Федерации, независимо от того, работает они на постоянной основе или без отрыва. Прошу просто по разъяснению, как это понимать. Хорошо. Пожалуйста, да, Светлана Николаевна. Относительно первого вопроса мы, конечно, над этим размышляли, и мы тоже думаем о том, что, видимо, это все-таки не совсем правильно, чтобы федеральный орган был включен в число субъектов права законодательной инициативы, потому что это все-таки наше полномочие определять субъектов права законодательной инициативы. Но инициаторы сослались на практику, которая существует в субъектах России. Во-вторых, что касается занятия депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации, это просто уточнение, детализация, это положение, которое существует в настоящее время. И сейчас у нас народные депутаты все занимают государственную должность, независимо от того, на какой основе они работают в парламенте. Хорошо. Так, второй вопрос. Евгения Исаевна, пожалуйста. Михаила Евгения Исаевна, пожалуйста. Слышно, да? Да, сейчас слышно. Скажите, пожалуйста, Светлана Николаевна, статья 4 действующего закона, пункт 4. Там было ограничение, можно сказать, или плюс, или в части того, что не менее 25% депутатов должны избираться по единому избирательному округу, пропорционально числу голосов, и так далее. По списку имеется в виду. А в новом законопроекте, к сожалению, мы его только вчера увидели, услышали, я не нашла. Может, есть где-то в какой-то статье? Да, есть. Положение сохранилось. А где это есть? То есть не менее 25% так осталось, да? Да. А в какой статье? Мы вам... Так, подождите. Можете сказать? Потому что у нас будет дискуссия скоро, к сожалению. В самом начале. В самом начале? Про представительный орган. В статье 8 нет, например. И второй вопрос в части того, что статья 8, где основные полномочия, Светлана Николаевна, под пункт 9, пункт 2, где написано по поводу того, что законодательный орган устанавливает порядок проведения выборов и так далее. А по поводу видов избирательной системы законодательный орган субъекта будет полномочен сам выбирать или попросить, чтобы вписали, что это касается как раз полномочий субъекта. А тут это обяжет перейти только мажоритарно, или там только пропорционально, или опять смешанную такую кальку от Государственной Думы.
Пункт 4 статьи 15. Да. Алексей Ильич вам ответил, это пункт 4 статьи 16 про 25%. 15. А что касается системы, то у нас сохраняется смешанная система. Смешанная, ну вот самостоятельность должна же быть сегодня, например, там 50 на 50 или 25 на 75. Вот эта часть где-то узаконивается. А дело в том, что законом субъекта Российской Федерации может быть установлена другая процентовка. То есть здесь не менее 25, а субъект, например, может установить больше. Но я к тому, что в этом федеральном законе должно быть прописано не просто порядок проведения выборов, но еще и выбор, собственно, избирательной системы тоже за субъектом, чтобы было прописано. Я в этом... Нет, исходя из проекта, мы не видим, что у нас такие возможности есть. Это смешанная система. Я не поняла. Такие возможности есть или нет? Нет. Нет. Ну так может попросить прописать? Ну, конечно, можно. Написать-то можно, но тогда нужно определиться, а какую мы хотим видеть систему. Нас она вполне вроде удовлетворяет. А это уже будем позже решать. А здесь добавить самостоятельности в этой части в выборе вида избирательной системы. То есть мы хотим только мажоритарную или только пропорциональную? Поэтому писать не будем. Мы хотим, чтобы это парламент сам потом решал, а чтобы такая была самостоятельность. Ну, то есть, по идее авторов, здесь у нас все-таки смешанная система. Значит, тогда мы просто, если вдруг решат депутаты, то такое предложение может быть. Но вообще, я так поняла, все-таки размышления уже были раньше, что, в общем-то, мы соглашаемся со смешанной системой. Но процентовка? Процентовка написана не менее 25%, то есть мы увеличим. Ага. Да, пункт 4 статьи 15 проекта. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Так, Михаил Семенович Сальников, пожалуйста. Добрый день. У меня 3 вопроса, может быть, 4. Сразу задайте. Первый вопрос такой. В данном проекте законодательный орган субъекта Российской Федерации не будет иметь контрольной функции. Сегодня, насколько мы знаем, Государственное собрание имеет и контрольную функцию. И в течение нескольких созывов такой работы ведет. Как на это смотрите вы, как докладчик? Нет, мы не считаем, что контрольные функции упразднены. Там прямо написано, только правительная и законодательная функция остается. Да, но... А контрольная в связи с чем? Бюджет утверждает государственное собрание. Исходя из полномочий законодательного органа, мы видим, что есть такая функция контрольная, потому что об этом неоднократно... Да, это вытекает из содержания проекта закона. Ваше мнение какое? Вопрос задан, ответ получен. Хорошо, дальше, да, все 2 вопроса еще. По избранию высшего исполнительного лица из Дархана, там конкретно написано, должны поддержать субъекты на 3/4 субъекта должны поддержать, муниципальное образование. На практике нашей республики это сколько районов будет? Вы посчитали это? Там прямо написано. 3/4 должны поддержать данные. Это 75%. Сколько на практике? Это практически возможно будет для того или иного кандидата?
Конечно, возможно. Здесь, кстати, есть, ну, правда, это не в этом месте, что если, ну, как бы не получается целая цифра, то она округляется в большую сторону. Нет, округляется, это ладно. Ну, хорошо, округляется в большую сторону. Давайте послушаем ответ. 36. Ну, и тогда... 3/4, а сколько муниципальное образование? 300? Нет, еще 27 получается, значит, больше 27. Ну, 27. Ну, для любого кандидата это непреодолимый как бы барьер. Ну, хорошо, это выступление скажет. Ладно, дальше следующий вопрос. И по законодательной инициативе Государственного собрания, ну, в целом субъекта, там конкретно, ну, эта норма и раньше была, должны поддержать столько-то субъектов Российской Федерации. На практике это не всегда получалось, и это был инструментом приостановления законодательной инициативы того или иного субъекта Российской Федерации. Еще плюс к этому в данном законопроекте вписали, что еще должно правительство Российской Федерации дать согласие. Вот два момента, которые будут препятствовать законодательной инициативы субъекта, того или иного субъекта, в том числе Республики Саха-Якутия. Вопрос задан. Хорошо, пожалуйста. Но в действующем законе такого правила нет, и в проекте такого тоже нет. Это прямо написано так? Нет. У нас единственное было, что поправки в Конституцию могут быть приняты в том случае, если поступило, значит, согласие законодательных органов более 2/3. Вы имеете в виду республику, а я говорю о субъектах Российской Федерации. Допустим, я тоже говорю о субъектах. Да. Хорошо. У вас все, да? Все. Спасибо. Значит, Егор Михайлович Соловьев, пожалуйста, Егор Михайлович. Нет, хорошо. Ульяна Алексеевна Винокурова. Да, Ульяна Алексеевна Винокурова, пожалуйста. Михаил Алексеевич, отключите микрофон. Спасибо. Ульяна Алексеевна Винокурова, пожалуйста. Да, спасибо большое. Это действительно сегодня спасибо большое, что вы нас пригласили. Это общественно важный закон, не зря называется публичной властью. Я хотела бы спросить у уважаемого докладчика, вообще какое определение публичной власти вы можете сформулировать согласно данному закону, исходя из духа и буквы этого закона? Это первый вопрос. Второй вопрос. В каких субъектах Российской Федерации произошло уже обсуждение этого законопроекта, и можно ли узнать, какие основные заключения ими вынесены? Спасибо. Так, пожалуйста, Саганкин. Или кто ответит? Ну вот насчет того, какие субъекты Российской Федерации обсуждают, я не могу сказать, потому что есть достаточно времени до 31 октября. Вот. А что касается единой системы публичной власти, вот здесь у нас тоже были вопросы, то есть можно понимать как-то не очень хорошо. Вот, и поэтому можно было бы думать, что здесь имеется ограничение полномочий органов местного самоуправления. Но давал заключение Конституционный суд Российской Федерации, и авторы исходят вот из этого положения, согласно которому принцип единства системы публичной власти предполагает согласованное действие различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан. Ну и в этом смысле единая система публичной власти, ну вот именно таким образом понимается. Иначе это бы противоречило положениям, которые закреплены в первой главе Конституции Российской Федерации. Ясно. Так, пожалуйста, Егор Петрович Жирков. Егор Петрович. У себя включите. Как меня слышно? Слышно. С эхом, правда.
Хорошо. Вопрос такой. Чуть отойдите от микрофона, да. Вопрос такой. Уважаемому докладчику. Вопрос такой. Как слышно? Да, сейчас нормально. Ага. Скажите, вот насколько самые три главные противоречия этого законопроекта конституционным положением главы номер 1 главы 1 Конституции России. В том числе прокомментируйте противоречие, ваше видение, насколько противоречит, нарушает, я это вижу. Наличие главы 7, общие принципы разграничения полномочий, статья 11, пункт 3 Конституции России, которая является незыблемой. Я установил порядка 10 противоречий. Вы три основные, какие противоречия видите? К положением главы 1 Конституции России. Пожалуйста, Светлана Николаевна. Я хочу сказать, что проект закона все-таки написан достаточно корректно, потому что мы тоже волновались относительно того, как вписаны органы местного самоуправления. Знаете, если прямо даже формально подходить, я бы не сказала, что органы местного самоуправления ущемлены. Ущемляются республики и субъекты. Я не про это. Я понял, что у вас нет ответа на вопрос. Выступление скажу свое. У вас все, да, Игорь Петрович? Да, прошу слово после начала. Хорошо. Игорь Никонтьевич Григорьев, предпоследний. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Михайлович, Алексей Ильич, присутствующие. У меня вопрос такой. Глава исполнительной власти может иметь заместителя, то есть назначать, я так понимаю. Меня интересует вопрос согласования с законодательным собранием. Спасибо. Сначала такая ремарочка, что заместитель у высшего должностного лица есть в том случае, если он возглавляет правительство субъекта Российской Федерации. И сейчас относительно согласования этого должностного лица в проекте, мне кажется, все-таки нет. Надо посмотреть. Хорошо, давайте так. Игорь Николаевич, потом в индивидуальном порядке мы с вами еще посоветуемся. Хорошо? Так, Юрий Михайлович Николаев, после этого подведем черту. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, у меня два вопроса. Первое, по статье 7, по законодательному органу субъекта, контрольные функции субъекта органа законодательной власти не предусмотрены вообще нигде. То есть мы теряем такие полномочия, контрольные полномочия, и слово «высшее» у нас исчезло. У нас единственное было, высшее исчезло. Это как вы ее прокомментируете? Первый вопрос. Второй вопрос. Как вы прокомментируете получение права законодательной инициативы прокуратуры? Прокуратура контролирует, прокуратура является субъектом законодательной инициативы. Государственная дума, прокуратура Российской Федерации тоже вносит свои законодательные инициативы. Это как сегодня? Пожалуйста, Светлана. Так, первый вопрос, я так понимаю, относительно того, что раньше было слово «высший», да? Высшие и контрольные полномочия. И контрольные. В действующем федеральном законе 184, во-первых, там тоже не написано про контрольную функцию. То есть она тоже вытекает из содержания этого 184 закона. Во-вторых, что касается высшего, то мы-то считаем, что в системе органов государственной власти субъекта Российской Федерации имеется единственный законодательный орган. То есть у нас нет какого-то подчиненного органа, и в этом смысле говорить о том, что этот орган является высшим, наверное, может быть не совсем корректно. То есть он единственный системы соподчинения.
госзак-инициативе. И прокуратуре законодательной... Ну да, такой вопрос уже был задан. Мы считаем, что это нарушает нашу самостоятельность, и в этом смысле думаем, что желательно это отразить, ну, если так подумают депутаты народные, что это возможно отразить, эту позицию. Спасибо. Коллеги, значит, переходим к выступлениям. Я опять же прошу желающих высказаться, обозначиться, так как у нас участников около 80, поэтому я бы хотел, чтобы был определенный порядок, и мы сразу же обозначили здесь все желающих выступить. Там значок, если желаете, на экране нажмите. Так. Это, во-первых. Во-вторых, поскольку у нас участников много, у меня есть предложение все-таки установить некий регламент. Вот вы люди, которые прошли огонь в воду и много лет руководили, значит, разными структурами, сами понимаете, что нам необходимо тоже иметь некий порядок работы. Какие есть предложения по регламенту, коллеги? Да, Егор Петрович, я вас вижу. Евгений Романович вижу. Евгений Романович, отбой. Так. Ульяна Алексеевна. Валерий Алексеевич Лютый. Так. Шамаев Иван Иванович. Я записал. Все, коллеги, давайте мы на этом подведем тоже некую... Да, Саня Капманович. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек. Владимир Михайлович, Егор Петрович, Винокуров Ульяна Алексеевна, Лютый, значит, Валерий Алексеевич, Кожухов, Евгений Романович, вы снялись, да? Угу. Шамаев Иван Иванович и Санников Михаил Семенович. На этом ограничиваемся. Ну, давайте мы договоримся, значит, по регламенту где-то в пределах 5 минут. Это будет достаточно, нет? Согласны? Согласны? Хорошо. Ну, давайте в пределах до 5 минут договоримся. Значит, у нас будет 6 выступающих. Первое слово Егор Михайлович Ларионов, который заявился первым. Егор Михайлович, пожалуйста, кнопку нажмите. Да, можно. Конечно. Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные, уважаемый Алексей Ильич, сегодня, конечно, мы обсуждаем один из краеугольных законопроектов, который представлен Государственной Думой субъектом Российской Федерации. Об общих принципах организации публичной власти субъектов Российской Федерации. Ну, сенатор и председатель – это очень опытные люди. Чувствуется квалификационная работа народных депутатов, особенно юридического управления Государственной Думы. Ну, проект вы сами знаете, 174 страниц состоит из 65 статей. Мы вчера только получили проект, поэтому очень неудобно сегодня выступать в таком развернутом виде, сказать конкретно свои веские слова. Но мы так попытаемся по некоторым моментам, которые затрагивают интересы субъектов Российской Федерации в целом, в частности, Республики Саха-Якутия.
Ну, во-первых, статья 1, страница 3 законопроекта «Организация публичной власти в субъектах». Тут больших таких нету, но есть приложение добавить в статье 5, 6, 7 в конце. Ну вот начнем так. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации, настоящим федеральным законом и иными федеральными законами. И все. Тут не вспоминается и Конституция, и уставы субъектов Российской Федерации. Мы тоже имеем право, и это разрешено этим же законным проектом, иметь определенные какие-то подходы при образовании соответствующих государственных структур. Поэтому этой статье, 6-7 статье надо добавить в конце, а также конституциями, уставами и законами субъектов Российской Федерации. Тут, конечно, редакционного характера тут посмотреть. И такой же 6 пункте соответствие конституциям, уставами и законами самих субъектов. Это вроде бы формально, но это играет исключительно правовое последствие по тем или иным вопросам, когда мы не будем вспоминать свой основной закон Конституции и соответствующие законы, которые у нас будут приниматься. Вот статья 9, я считаю, это хорошая статья. Это чувствуется, что авторы здесь подошли к интересам субъектов. Конституция, устав, законы, иные нормативно-правовые акты субъекта, переняты пределы его полномочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории субъекта Российской Федерации, органов государственной власти, другими государственными органами, я считаю, в том числе и федеральными структурами. Это надо поддержать. Теперь отношение статьи 2. Принципы деятельности органов и так далее. Вот страница 5. Страница 5. 7 пункт, где говорится, что разделение государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную подчеркивается. Но здесь есть «но». Поэтому мы должны тут конкретно добавить в пункте 7 спор о несоответствии Конституции, устава Российской Федерации к Конституции Российской Федерации, субъектов Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Вот как раз это упущен. Переводится порядок только отношения, не принципиальных законов, а отношения в соответствии Конституции нашей и устава должны быть и здесь включены. Далее страница 11 законопроекта. Это орган государственной власти субъектов Российской Федерации, единой публичной власти Российской Федерации. Тут большого такого нет, но есть пункт 3, подпункт. Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственное управление сферы образования, здравоохранения, финансов, а также осуществляющих жилищный и строительный надзор, назначение на должность, освобождение должности лиц, указанных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке и случае, установленном федеральным законом. Таким образом, мы до сих пор самостоятельно, если мы решали данные кадровые вопросы и судьбу образования, здравоохранения, финансы и свои надзорные органов в жилищных и строительных структурах, то сейчас этот вопрос начинается
прямое вмешательство федеральных структур центра. Как вы считаете, это допустимо? Может быть, поэтому, конечно, они не отойдут от этого, но, может быть, полегче, не прямое участвовать. Иванов, Петрова, Сидорова назначить министром образования, кого-то надзорной инстанции по жилищным и строительным вопросам. Но это не дело. А вот если согласование, это носит более мягкий характер в правовом смысле. Согласовать. Поскольку действительно министр здравоохранения это сейчас становится фигурой номер один по всей России, здравоохранения в связи с этой эпидемией конца края не видать. Поэтому, может быть, действительно, данный кадр может быть согласован. А не так, оттуда сверху назначат Иванова, Петрова, Сидорова, а согласовать. И образование. Сейчас усилились внимание на образование, поэтому, может быть, и министр образования согласовать. Поэтому вот это надо уточнить. Ну, вот вопрос отношения обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов. Страница 7, статья 3, вот о котором я уже высказал. И в конце хочу еще раз подчеркнуть, что добавить надо в 7 пункте общий принцип и порядок разграничения полномочий между органами государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Поскольку вы знаете, что 72-я статья – это совместное ведение по тем или иным очень крупным вопросам. Это надо включить. Не просто федеральный закон должен устанавливать, но и должны исходить, разработчики должны исходить из статьи 72 Конституции Российской Федерации. Вот здесь задавали вопросы отношения главы 2, законодательный орган субъекта, страница 17. Конечно, тут споров много. Я вот искал, этот, может быть, где-то есть, о том, что Государственное собрание, мы, в целом, по России законодательный орган, является ли высшим органом власти? Это нигде нету. А вот, глава республики спора нет. Высшее должностное лицо, высший орган. Еще плюс к этому правительство, исполнительная структура стал высшим органом. А вот федеральный, то есть законодательный орган, не является высшим. Так получается. Может быть, в других статьях есть, но я не нашел. Поэтому статья 7. Законодательный орган субъекта Российской Федерации как орган публичной власти. Может остаться. А вот пункт 1. Законодательный орган субъекта Российской Федерации является высшим представителем, контрольным, единственным законодательным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Вот это надо, принципиальный вопрос, это добавить, я думаю, субъекты поддержат. Хорошо. У нас... Сколько времени еще потребуется, Думаю? Сколько времени нужно? Регламент? Сколько времени? Регламент, у меня еще есть вопросы. Хорошо. Я думаю, год я один раз с учетом того, что принимаю участие, поэтому прошу. Не задавал вопросы, дадим возможность. Хорошо. И вот, обычно тактика так бывает, председательствующий, если ему не нравится дополнение, он шутку делает на регламент. Я думаю, Владимиру Михайловичу нравится, если у наш орган, законодательный орган, будет высшим органом. Здесь какие основания? Тут вопросы тоже Михаил Семенович задавал. Основания есть. Первое, страница 26, откройте. Страница 26,
где пункт 4 четко написано: законодательный орган субъекта Российской Федерации в пределах формы установленной Конституцией уставом субъекта и законом субъекта осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации и далее по тексту. Это первое основание для того, чтобы мы смело это подключили. Второе, страница 101, статья 38, страница 101, вот написано, в-третьих, вот контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации подотчетен законодательному органу субъекта Российской Федерации. И точка. То есть через контрольно-счетные органы Государственного собрания мы и в целом законодательное собрание по субъектам имеет право контролировать бюджетный процесс принятия и исполнения. И в-третьих, я тоже считаю, что Государственная Дума в прошлом году принял комитет по контролю в связи с принятием дополнительных полномочий и по кадрам, и так далее, по исполнению своих законов. И нынче новый состав Госдумы подтвердил это. То есть Государственная Дума будет иметь управление по контролю за исполнением. Таким образом, мы не должны бояться, что контрольные функции мы должны записать открытым текстом, представительным, законодательным и контрольным, как было нашим высшим органом, как было в нашей Конституции. Ну вот, по механизмам выборов. Страница 41, это механизм выборов не менее 25% пропорционально и так далее. Там и число переводится. Но мы считаем, ветераны сохранить нам, во что бы ни стало, количество народных депутатов 70. Да, мы как раз по всем параметрам входим там. Только наша воля, наше стремление и поддержка наших избирателей. Ну что, там 35 народных депутатов. Что мы можем делать? Выборы, если пропорционально 50% сделать, то вдруг одна партия все займет, 35. И все, некуда деваться. Да, поэтому, чтобы был действительно демократический подход, мы должны посмотреть механизмы выборов, самый оптимальный вариант, и этот вариант оставить в своих законодательных актах. Но высшее должностное лицо, страница 55, пункт 2. Ну, два варианта нам предлагают. Или избирать через, то есть народом, избирателями, или же парламент, законодательного органа субъекта. Но мы считаем, когда будем принимать соответствующий закон, может быть, или мы оставим прежнее, прямое избрание граждан – это самый лучший вариант. А не играть там, чтобы народные депутаты избрали, и потом через 3 дня глава скажет, вы мне не нужны, распустить и тому прочее. Такой подход не стоит. Поэтому глава республики, как высшее должностное лицо государства, примером нашей республики, должен быть избран избирателями народом Республики Саха-Якутия. Ну и последнее. Вот страница 110, 119. Имеем вроде бы 56 полномочий по совместным полномочиям в соответствии с статьей 72. Их расшифровали. Да. А вот по лесным отношениям, какова будет наша политика? Я думаю, этот вопрос высказал глава республики на совещании президента о нехватке денег
нехватки техники, образования соответствующих структур и так далее. Это совершенно правильно. Вернуться к тем или иным кадровым вопросам, да. А вот отношение передачи это полномочий федеральным вызывает спор. Лес – это не только лесные отношения, только лес, только пожар и так далее. Это наше богатство. И под землей лесной массивы сколько есть. Тут это уже тайна. В полном объеме 70% всех богатств республики – это под лесом. Таким образом, мы должны свято соблюдать то, что, не боясь от будущих пожаров, будущих лишений, это, конечно, не дело, заранее подготовиться и принять при обсуждении вот поэтому полномочиями федеральными структурами очень взвешенный подход интересов республики, интересов его народа. А не просто так сдаться, поднять руки и полностью отдать федеральным структурам. Ну и в заключение мы не успели еще полностью по статейным и по страницам обсудить. Я считаю, что управление Государственного собрания, они подготовленные, товарищи. Я просил бы наши записки, переписки и то, что мы говорили, как-то анализировать и представить руководству Государственного собрания. Хорошо. Спасибо, Егор Михайлович. Так, слово предоставляется Егору Петровичу Жиркову. Уважаемые товарищи, я прошу постараться придерживаться нашей договоренности по регламенту. Хорошо? Егор Петрович, пожалуйста. Добрый день. Как слышно? Хорошо. 3 слова в рамках и резюме в рамках регламента. Первое. Законопроект изобилует очень большое количество, около 10, по крайней мере, насчитал у меня, противоречий и несоответствий с конституционными положениями основного закона Российской Федерации. Именно главы 1 даже. Вот, и главы 3. Вот, поэтому здесь я это прокомментирую на примере только одного момента, о том, чтобы вот момента, связанного, вот глава 7, общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти субъекта и местного самоуправления. Это вот в принципе это общие принципы, оно не входит в предмет этого закона. Прямо противоречит статье 11, пункт 3, в котором говорится, даже нарушает. Там в закрытом порядке говорится, что разграничение этих предметов видения и полномочий осуществляется только Конституцией, только федеративным договором и иными договорами. Все. Кроме того, надо добавить, что федеральный закон есть о разграничении полномочий, и он не входит в список, перечень, о котором говорилось, который там подлежат изменению, добавлению или там изъятию. Он остается в силе. То есть, и этому закону тоже противоречит. Поэтому эта позиция должна быть убрана. Вот. Это глава 7 в целом. В этом плане из этого следует, что концептуально не выдерживает критики этот законопроект с точки зрения соответствия и противоречивости вот именно конституционными положениями. Я прошу, Владимир Михайлович, руководство парламента обращается к вам, чтобы сделали перечень таких противоречий, несоответствий и постановление парламента по этому вопросу прямо внести там пункт, в котором говорится предложить Государственной Думе, более так внимательно, более там это предложить, устранить противоречия и несоответствия с такими-то вот по конституционным положениям главы 1, главы 3. Вот такое предложение сделать. Устранить противоречия и несоответствия этого проекта. Тогда много станет на место. Второе. Есть недостаток большой в том плане, что где вот эта статья, где говорится про отзыв, про то, что про предметы совместного ведения. Там нет статей, которые устанавливают по существу порядок совместного ведения.
порядок законодательной совместной работы Государственной Думы и парламентов субъектов. Ограничивается эта вот позиция, вот предмет совместного видения только одним правом вот подачи отзыва. Притом нереальный 15 суток. 15 дней, кто будет, какой парламент успевать. Даже парламент Москвы не будет, Московской области не будет успевать. Это, конечно, большой недостаток. Третье, про прокурора. Это надо дополнить, здесь свои предложения внести, мне представляется. Третье, про прокурора. Здесь очень мягко сказали, отвечающие на вопрос про прокурора. Вот. Я скажу, что это совершенно неправильно. Когда отвечала Светлана Николаевна насчет того, что это орган власти, не совсем так. Прокурор – это должностное лицо, но основоположение, основа законодательное положение вот прокуратуры в целом, оно находится в главе судебная власть. Это подсистема судебной власти, которая структура, которая призвана надзирать над соблюдением законов во всей Российской Федерации. И его передача вот этого, подача или передача, согласия подать ему, вот, передать такие полномочия законодательности полностью противоречит нескольким статьям Конституции Российской Федерации. Ну и резюме такое, что вот есть внутренние противоречивости с другими федеральными законами, такие как вот разграничение полномочий и прав. Вот, на самом деле местное самоуправление действительно ни в чем не ущемляется, но не о нем речь. Ущемляется именно государственная власть. И, кстати говоря, если внимательно почитать и сравнить, то по этому законопроекту глава республики Илдархан перестает быть высшим органом государственной власти, высшим органом исполнительной власти. Он остается только высшим должностным лицом, больше представительными функциями. И гораздо 2 раза, 3 раза меньше у него полномочий, чем у правительства. Поэтому либо надо это дело устранить, чтобы у него было вот больше полномочий, чем правительство. Либо же, если это не получается, скорее всего, не получится, тогда придется республике принять свои изменения в своей конституции, чтобы глава был руководителем высшего исполнительного органа государственной власти, то есть руководителем правительства со своим замом. Это надо тоже учесть, потому что просто такое быстрая читка этого законопроекта, я постарался почти практически, ну, за исключением заключительных статей, все прочитал, успел за день, но тем не менее, я должен сказать, что здесь очень много противоречивостей. Во многом выходит за рамки предмета законопроекта. Это тоже критерий, по которым многие позиции должны быть вынесены за рамки этого законопроекта. Но вряд ли здесь вы на это пойдете, вот, но тем не менее вот, предложить, устранить противоречия и несоответствие этого законопроекта федерального Конституции Российской Федерации в части его вот соответствия, и в том соблюдать соответствие и непротиворечивость главой 1, главой 3 Конституции, это предложение вполне законное, конституционное, поэтому это даст фору и на будущую работу на то, чтобы признавать, не признавать конституционными те или иные статьи этого закона, проекта, если он станет законом в таком виде. Спасибо за внимание. Спасибо. Вы пришли, как всегда, пунктуально. Значит, Ульяна Алексеевна, пожалуйста. Ульяна Алексеевна, включите там микрофон на экране. Спасибо, да. Вот теперь слышно, пожалуйста. Да. Спасибо. Уважаемые народные депутаты, уважаемые приглашенные, Аксакалов, я выражаю признательность всем, кто сегодня принимает участие в этом сложном вопросе, потому что мы с вами еще раз при нашей жизни, я даже сказала, оказались перед лицом проекта об обновленной модели управления и деятельностью нашей Российской Федерации. И поскольку мы еще принимали уже обнуленную новую конституцию, и вот теперь мы получили ее уже законодательное развитие в плане ключевого понятия «публичная власть».
Вот прежде всего я хотела отметить, что этот закон касается именно территорий субъектов Российской Федерации. Вот понятие территории нам заставляет задуматься о том, что мы являемся 1/5 частью Российской Федерации. Следовательно, у нас совершенно своеобразная территория, и унификация по всем статьям это может быть крайне недостаточной для эффективного управления, что касается всех структур публичной власти. Вот этот пространственный фактор я бы предложила учесть в принципах наших федеративных отношений. И хотела бы отметить, что у нас отсутствует вообще определение этого концептуально важного ключевого понятия. И отсутствие вот этого понятия, опять же, нас лишает, вообще обнуляет, я бы даже сказала, суть данного проекта, потому что мы не знаем рамки действия этого закона. И как сейчас Ширков говорил, мы даже не можем сказать, вышло за рамки или не учитывать что-то. То есть это получается черная кошка в темной комнате. Поэтому я предлагаю, прежде всего, предложить законодателям четко определиться с концептуальным аппаратом, что это есть за понятие. Второе, это выхолощена сама суть федеративных отношений. Вы это слово вообще не найдете в этом законопроекте. А федеративные отношения предполагают взаимодействие, а не диктат, как сейчас мы видим. До того дошли, что законодательный орган субъекта может только вносить какие-то свои поправки, притом кратчайший срок. А где-то взаимодействие, разработка каких-то общих законов, улучшающих нашу жизнь прежде всего. И в то же время федеральная власть здесь вмешивается вплоть до местного самоуправления. Там прямо так и написано, что в случае там каких-то сложностей местное самоуправление использует только федеральные законы, что тоже мне представляется полным нарушением полномочий наших, возможно, написанных той же обновленной 72-й статье Конституции Российской Федерации. И исходя из этого мы предлагаем, я говорю, как член Общественной палаты Республики Саха, 15 числа вот этого месяца организовать общественные слушания, где особенно вот Егора Петровича, очень бы хотели прослушать полностью все его очень компетентные, глубоко продуманные замечания, притом принципиально важные замечания по данному законопроекту. Здесь очень важно нам единым согласованной линией способствовать совершенствованию обновленной модели нашей федерации, федеративных отношений. Федеративные отношения, как я предполагаю, это больше по своей сути, чем просто непонятно, что собой представляющая публичная власть, которая меняется по своей сути от статьи к статье. От статьи к статье. Даже прокурор становится органом публичной власти, обладая законодательной инициативой. Прокурор субъекта. Как такое может быть? Вот, в то же время у нас высшее должностное лицо может быть избран с любого гражданина Российской Федерации. Там даже не обозначено вот в первой статье, то есть не по номеру, а там, где касается его части, гражданин, проживающий на территории Российской Федерации. Мы можем получить хоть из Крыма высшее должностное лицо. Тем более он очень гибкие позиции, очень сложные у него позиции, его могут отозвать президент Российской Федерации, даже не так, как раньше было за коррупцию и так далее. Сначала предупредит, а потом уже и лишить его должности. Вот подобные вот эти, я бы сказала, разгул диктата федеральной власти недопустимо, когда мы говорим об обновленной модели нашей Российской Федерации. Так что, уважаемые народные депутаты, уважаемые участники нашего круглого стола, этот законопроект нуждается в принципиальной
концептуальной, как они там сами называют, обновление модели. Модель, да, действительно, мы приняли Конституцию, да, действительно, нам нужно внести изменения. Но не таким образом. Нам нужно сообща, а не только вносить свои предложения. Поэтому предлагаю, уважаемые коллеги, 15 числа встретиться и в более таком, я бы сказала, раскрепощенном общественном направлении обсудить эти вопросы детально и внести эти предложения в помощь нашему Илтумену. Спасибо. Спасибо, Иван Алексеевна. Так, слово предоставляется Ивану Ивановичу Шамаеву, пожалуйста. Иван Иванович, Валерий Алексеевич, я вас не забыл еще в списках. Спасибо. Слышно меня, да? Да, Иван Иванович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые участники сегодняшнего обсуждения. Ну, прежде всего, я хотел бы начать с того, что, во-первых, мы должны быть благодарны за то, что мы обсуждаем этот закон, потому что закон очень важный. И то, что парламент работает в открытом режиме, вот с такими сложными вещами, это, я считаю, положительным явлением. Тогда мы сможем преодолеть трудности. Теперь, ну, значит, тут много про введение говорить не надо. Даже поверхностное изучение проекта закона позволяет видеть, что под соусом обновления терминологии, а также усовершенствования структуры действующего 184 идет попытка еще больше усиления вертикали власти, которую уже давно некуда еще больше усиливать. Вот, значит, по просьбе управления Сахаконгресса группа общественных экспертов проводит работу по изучению нового проекта. Это не мои только, так сказать, предложения, а вот в совокупности группы товарищей. И поэтому, если я немножко, так сказать, продлю, вы меня прошу извинить. Так, о понятии публичной власти. Это первый пункт. У меня 6 пунктов только будет. Анализ проекта закона о публичной власти будет наталкиваться на необходимость разобраться с самим термином. Мы об этом уже сегодня, значит, тоже натолкнулись. Самим термином публичная власть, который как троянский конь призван законотворцами как средство еще большего усиления вертикали власти. Предлагаем депутатов Илтумен запросить у Конституционного суда РФ толкование термина «публичная власть». После этого толкования, если такое толкование будет, то уже как-то будет понятно, в каком направлении надо двигаться. Второе. Об отрешении высшего должностного лица субъекта. Так, согласно пункту части 1 статьи 28 значит, проекта закона, полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации прекращаются досрочно в случае отрешения его от должности президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Однако в законопроекте не установлено, что может быть основанием утраты доверия президента РФ, в отличие от пункта Г статьи 19 Федерального закона 184. Так, ну, 184 мы читаем, что основанием для утраты доверия президента Российской Федерации является выявление в отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации фактов коррупции или неурегулирования конфликта интересов как правонарушений, предусмотренных федеральным законом, либо установление в отношении высшего должностного лица субъекта фактов открытия или наличия. Ну, не будем это перечислять. Так, и вот у нас, значит, такое требование. Требуем в пункте 3 части 1 статьи 28 законопроекта добавить основание утраты доверия президента как к вышесказанным действующим законе, федеральном законе 184 об общих принципах организации. То есть нельзя просто вот снимать высшее должностное лицо субъекта в связи просто с какой-то утратой доверия. Так, какое предложение? Третий пункт. Об участии федеральных органов исполнительной власти. Об этом уважаемый Егор Михайлович практически сказал. Так, ну, чтобы было понятно, о чем речь, в части 3 статьи 4 проекта закона звучит
Часть 3 звучит следующим образом. Так, статьи 4. Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъектов Федерации, осуществляющих государственное управление в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также осуществляющих жилищный, строительный надзор, назначение на должность и освобождение от должности должностных лиц, указанных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке и случаях, установленных федеральным законом. В государстве с федеративным устройством, какой является Россия, введение такой гиперопеки над субъектами со стороны федеральной власти является абсолютно неуместным. Считаем, что пункт 3 статьи 4 проекта федерального закона необходимо изъять. Так, 4. О предоставлении права законодательной инициативы. Ну, тут об этом, значит, уже сказано, так? И тут что, значит, мы добавим? На федеральном уровне, значит, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, генеральный прокурор не является субъектом законодательной инициативы, и это логично. Прокуратура является надзорным органом. Она осуществляет надзор и вносит представление об устранении нарушений. Прокурор субъекта нет необходимости права законодательной инициативы, так как у прокурора субъекта в соответствии с федеральным законом о прокуратуре есть и другие средства прокурорского реагирования для изменения, признания несоответствующим закону субъекта, такие как представление и протест, которые вносятся в законодательный представительный орган государственной власти субъекта. Считаем необходимым изъять пункт 1 статьи 10 этого проекта. Вот. Ну, это вот, значит, о законодательной инициативе, о праве законодательной инициативы прокурора просто надо изъять. 5. Значит, в 5, согласно части 5 о деятельности мировых судей. Согласно части 5 статьи 4 проекта федерального закона, мировые судьи субъекта осуществляют свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ о судебной системе, иными федеральными, конституционными и законами. Такой текст проекта закона входит в противоречие части 1 статьи 1 Федерального закона 188 о мировых судьях в Российской Федерации, где устанавливается, что порядок назначения, избрания и деятельности мировых судей устанавливается также законами субъектов Российской Федерации. Тем самым требуем изменить часть 5 статьи 4 законопроекта следующим образом. Мировые судьи субъекта Российской Федерации осуществляют свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о судебной системе, иными федеральными, конституционными и федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации. 6. О передаче полномочий по предметам ведения Российской Федерации органам госвласти субъектов. Об этом, значит, Егор Петрович сказал, мы здесь просто хотим сказать конкретные слова. В статьях 45, 46, 47 проекта федерального закона, а это именно вот глава 7, о котором говорил Егор Петрович, рассмотрены юридические нормы передачи полномочий, особенности передачи полномочий и изъятия переданных полномочий по предметам ведения РФ, а также полномочий РФ по предметам совместного ведения органам госвласти субъектов Российской Федерации. Прежде всего, мы должны уяснить себе, что согласно статье 11 Конституции Российской Федерации, разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Согласно пункту 2 статьи 78 Конституции Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит
Конституции Российской Федерации и федеральным законом. Таким образом, прошу прощения, нормы, рассматриваемые в статьях 45 и 47, не могут регулироваться федеральным законом, каким является данный проект ФЗ. В связи с этим статьи 45 и 47 должны быть изъяты из проекта закона. Некоторые нормы по механизму заключения федеративного договора и иных договоров могут быть перемещены в статьи 50 о договорах о разграничении полномочий и 51 о соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти, ими друг другу осуществляемой части своих полномочий. В общем, вот то, что мы сейчас пока вот представляем, группа экспертов, общественных экспертов такая, как мы можем передать это в бумажном виде? Хорошо, Иванович. Все. Как можем передать это в бумажном виде? Да, передайте в ближайшее время, буквально завтра. Хорошо. Да, и в электронном, и в бумажном виде. Спасибо, Иван Иванович. Значит, Михаил Семенович Санников, пожалуйста. Спасибо. В данном законопроекте имеется только одна статья в пользу субъектов. Это часть 2, статья 10 разрешает гражданам, проживающим на территории субъекта, выходить законодательной инициативой. И больше, вот 65 статей, больше нет ни одной статьи, которая напрямую дает право по тем или иным вопросам субъекту, конкретному субъекту Российской Федерации. Вот я начну свое выступление с тех вопросов, по которым задавал докладчику. Егор Михайлович тоже повторил вот мой вопрос, затронул. Бесконтрольного органа законодательная власть не может работать, поскольку утверждает государственный бюджет и практически управляет государственной собственностью. Поэтому этот пункт должен быть включен в данном законопроекте. Это первое. Второе, вот опять по тому вопросу по избранию высшего должностного лица. Ну и эту норму никто не преодолеет. Хоть кандидат выявляется от партии или от, по самовыдвижению, от населения. 3/4 – это сложная схема. 27 муниципальных образований должны дать согласие. При этом оговаривает, что депутат муниципалитета должен свое согласие дать только одному кандидату на высшее должностное лицо. Это ограничение, которое раньше не было. Насколько я помню, 7 муниципальных образований разрешали выдвигаться на эту должность. Третье, по законодательной инициативе. Когда мы были депутатами, никогда не набрали более 30 субъектов в поддержку конкретной законодательной инициативы. Это еще усиливается данным законопроектом. Они, я имею в виду федеральную власть, запросто уговаривают не поддержать законопроект того или иного субъекта. Еще здесь дополнительно вводят, еще кроме субъектов, вот 30 субъектов Российской Федерации, согласие по законодательной инициативе должен дать правительство Российской Федерации. Поэтому, если объединить два запрещающих, в плане согласительных процедур, законодательная инициатива субъекта, в данном случае нашей республики, никогда не будет поддержана, которая будет в пользу
граждан, населения или самой республики. Инициатива будет предлагаться Государственному собранию, Федеральному собранию. Поэтому по этим нормам Государственное собрание Тюмень должен конкретно вносить свои предложения и не согласиться по данным вопросам. Еще мы не знаем, вот сейчас конкретно я выступил по тем вопросам, которые я задавал. Сейчас в общем плане. Законопроект устанавливает, что территориальные органы исполнительной власти могут вносить свои предложения государственным органам субъекта. При этом никаких конкретных механизмов не предлагается. Еще говорят, пишут в этом законопроекте, по предложению той или иной власти субъекта Российской Федерации могут выступить, а не отчитываться или информировать. По приглашению могут участвовать. Поэтому четко не расписано. Если они хотят, чтобы территориальные органы работали, взаимодействовали органами государственной власти субъекта, должна быть конкретная. А здесь все расплывчато, туманно. Никакой конкретики нет. Есть опасные статьи в отношении столиц субъектов Российской Федерации. Конкретно пишется, что федеральная власть может издавать закон по столицам, административным центрам субъекта Российской Федерации. Это конкретно говорит, что по городу Якутску могут издаваться органами государственной власти, но приниматься федеральным собранием закон о городе Якутске. Еще есть один пункт, а не совместно, один момент. По арктическим вопросам. Это касается не только нас, а субъекты арктической зоны Российской Федерации, думаю, могут поддержать. Тоже конкретно, если этот закон будет принят, то федеральный центр может принимать свои законы по арктическим зонам. Конкретно уже это происходит в нашей республике. Нам известно, хотя никто не знает из нас, поскольку правительство только обсудило, информация была через социальные сети, по объединению 2 арктических улусов. Уже принимается действие руководством нашей республики. Без согласия населения этих улусов, и даже не обсудили, наверное, как в органах этих улусов обсудили или нет, неизвестно. Муниципальные депутаты. Поэтому много вопросов в данном законе, которые трудно воспринимать. Поэтому у меня конкретное предложение. Как мы можем уйти? Я чувствую, что, Владимир Михайлович, время заканчивается, поэтому приступаю к конкретным предложениям. Что осталось от нашей Конституции? Остались 2 раздела, Алексей Ильич, Владимир Михайлович. Это выборы Государственное собрание Тюмень и выборы главы республики. Больше ничего не осталось у нас. Вот на эти полномочия по выборам государственных органов Республики Саха адресовано, на мой взгляд, этот закон. Другие субъекты будут маневрировать, они уже работают по другой схеме. А если этот закон будет принят, у нас от Конституции Республики Саха останется только обложка. Ничего не останется. Поэтому
хорошо, что, Алексей Ильич, сегодня вы присутствуете. Владимир Михайлович, этот вопрос давно знаком, насколько я знаю. Надо принимать свой закон об административно-территориальном делении, об улусах, районах, как составную часть Республики Саха-Якутия, чтобы избежать те пункты, которые отрицательно влияют, 131 закона. Под муниципальным колпаком уже давно зомбируют всю республику. И этот закон будет также действовать. Только этим мы можем сохранить государственность Республики Саха-Якутия. Другого выхода нет. Второе мое предложение. Я не первый раз выступаю по данному вопросу и даже в средствах массовой информации письменно выступал. Надо выходить инициативой республикам Российской Федерации. Мы должны понять, федеральному центру есть большая разница между республикой и республиками и областями, краями, автономными областями и округами. У нас Конституция действует. Конституция как воспринимается во всем мире? Это как государство. И 5-я статья Российской Федерации, Конституция Российской Федерации это подтверждает. Хотя это взято в скобки, республика, в скобки государства. А области, края и автономные области, округа, они руководствуются уставом. Поэтому надо выходить на республики Российской Федерации и создать объединение, союз. И в этом союзе должен быть совет, который совместно, практика уже есть, обмениваются своими законодательными инициативами на уровне социальных сетей, через интернет имею в виду. Поэтому быстро до принятия этого закона надо выходить хотя бы одному из субъектов. Например, Республика Татарстан, которые... У нас нет ни одного института, который работает по государственному строительству по праву. А у них давно работает институт. Вот по этим двум вопросам надо конкретно работать и как можно быстрее. Только тогда мы можем преодолеть то, что предлагается от федерального центра. И еще будут законы. Вот кроме закона об столицах и арктических зонах, еще будут законы. Этот закон, который будет приниматься, вот который мы обсуждаем, даст много возможностей, которые напрямую будут ущемлять права субъекта. Спасибо. Спасибо, Михаил Семенович. Перед завершением слово предоставляется Валерию Алексеевичу Лютому. Пожалуйста, Валерий Алексеевич, я вас прошу придерживаться регламента. Пожалуйста. Лютый Валерий Алексеевич. Владимир Михайлович, алло. Да, пожалуйста, Валерий. В письменной форме направить в целях экономии сегодняшнего времени. Вам очень большое спасибо, Валерий Алексеевич. Мы обязательно рассмотрим. Значит, в завершение позвольте слово предоставить председателю Государственного собрания УТМЕН Республики Саха-Якутия Алексеевичу Еремееву. Пожалуйста. Уважаемые народные депутаты, уважаемые приглашенные, уважаемые наши аксакалы, которые принимаете участие в обсуждении проекта федерального закона о публичной власти, организации принципов организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Ну, безусловно, это очень важный проект закона. Он вносится в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации развитие тех изменений, которые у нас произошли в основном в законе страны, а также в основном в законе нашей республики Саха-Якутия. Тут многие выступающие, конечно же, задавались вопросом по понятийному аппарату самого закона. Что такое
публичная власть, как его воспринимать и как его трактовать. Были конкретные предложения по обращению в Конституционный суд Российской Федерации для того, чтобы мы получили буквальную трактовку понятия публичной власти. Начальник государственного правового управления, заместитель руководителя аппарата создания плана, вам при ответе на данный вопрос вычитала, что соответствующие комментарии и решения Конституционного суда Российской Федерации имеются. И законодатель, в принципе, он постарался дать понятие публичной власти, в первых статьях данного проекта закона Российской Федерации, где учитывается, что единая система органов публичной власти составляет органы государственной власти федерального центра, субъектов Российской Федерации, также органов муниципального образования. Это, конечно же, на первый взгляд смущает, но тем не менее сама жизнь, как говорят многие эксперты и многие политики, дает нам размышления по этому поводу, и не раз говорил президент Российской Федерации, потому что на сегодняшний день граждане Российской Федерации сталкиваются с таким понятием, когда они не могут найти концы с концами между полномочиями как и органов государственной власти, как и органов муниципальных образований. А гражданину Российской Федерации власть представляется в едином виде как власть, которая должна решать проблемы этого гражданина на данной территории. Не раз приводился пример образования общего, когда основное регулирование правовое и гарантии, конституционные гарантии даются государством Российской Федерации, а их реализация на месте – это полномочия районного уровня местного самоуправления. Об этом не раз говорил президент Российской Федерации. То же самое касается и первичного звена здравоохранения. Особенно это у нас было заметно в период пандемии коронавируса, когда люди, обращаясь в первичное звено здравоохранения, они получали отрицательный ответ от органов местного самоуправления, которые ссылались на полномочия субъектов Российской Федерации. Вот исходя из этого, конечно же, федеральные органы власти были вынуждены идти на такое понятие, как единая система публичной власти, для того, чтобы решать проблемы конкретного гражданина на конкретной территории. Власть не должна перед гражданином Российской Федерации объяснять, чьи это полномочия, к какому видению относятся, решать ее в единой системе. Прежде всего, логику публичной власти вижу, как я, народный депутат Республики Саха-Якутия, как бывший председатель Комитета по госстроительству и законодательству, который делал доклад по основным принципам вносимых изменений в Конституцию Российской Федерации, тогда еще в этом вижу. Ну, конечно же, сомнения есть по поводу самостоятельности местного самоуправления. У нас есть хартия известная, у нас есть конституционные принципы, которые заложены в основном законе нашей страны, а также в основном законе нашей республики. Будут ли они нарушаться или не будут нарушаться, есть, конечно, определенная доля сомнения. Неоднократно разработчики данного проекта закона Клишес с Крашенинниковым публично заявляли о том, что в развитии данного проекта закона будет еще разработан проект федерального закона, который сейчас имеет 131 номер. Номер – это об основных принципах организации органов местного самоуправления. Мы, конечно же, видим, какое развитие будет получать данная норма в этом проекте в будущем. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, я совершенно уверен, что основные принципы независимости органов местного самоуправления от органов государственной власти, которые конституционно закреплены и в Российской Федерации, и в нашей Республике Саха-Якутия, они останутся незыблемыми. Вы сейчас многие выступали достаточно эмоционально по данному проекту закона. У нас в членах Государственного собрания ЛТМ Республики Саха-Якутия была создана рабочая группа, которая буквально постатейно рассматривала и сравнивала данный проект федерального закона с действующим 184-м федеральным законом, находила те различия и те нововведения, которые есть в данном проекте и которые не отражаются в 184-м федеральном законе.
В целом, если анализировать данный проект закона, прежде всего, вы неоднократно говорите о том, что здесь нарушаются принципы федеративного устройства нашей страны. Я бы хотел подчеркнуть следующее. Федеративные основы нашего государства не нарушаются, но вот подкрепляются. Потому что федерация – это разграничение предмета видения полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Это постатейно буквально в каждой главе это подчеркивается. Более того, упоминание идет на 71-ю статью Конституции, на 72-ю статью Конституции, на 73-ю статью Конституции Российской Федерации, когда мы четко разграничиваем предметы видения Российской Федерации, предметы совместного видения и предметы видения субъектов Российской Федерации. Это через всю парадигму данного проекта федерального закона прослеживается. Более того, я бы хотел обратить на ваше внимание на то, что мы говорим о конституционном принципе разграничения полномочий, но здесь в законе, проекте федерального закона упоминается и конституционно-договорная модель разграничения предметов видения и полномочий. То есть давно забытые нами договоры о разграничении предметов видения и полномочий, они упоминаются в данном проекте федерального закона. И они предполагают о том, что такие договоры и соглашения могут быть подписаны между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Вы, наверное, Егор Михайлович, все аксакалы хорошо помните, что в 1995-2000 году были подписаны соответствующие договоры, 15 соглашений между федеральным центром и нашей республикой, они были пролонгированы в 2000 году. Аналогичные договоры были подписаны между федеральным центром и Республикой Татарстан, и они действовали до недавнего времени, буквально до 2017 года. После этого на данный момент ни у одного субъекта Российской Федерации нет договоров о разграничении предметов видения и полномочий, действующие на 2021 год. Но, тем не менее, коллеги, я бы хотел обратить ваше внимание, что данным проектом федерального закона возможность подписания дополнительных договоров имеется. Соответственно, федеральный центр у нас не отказывается от конституционно-договорной модели федеративного устройства нашего государства. Следующее. По предметам совместного видения, конечно, у нас некоторый крен в пользу излишнего регулирования федеральным центром данных предметов, мы признаемся, есть. Это не только по обустройству органов государственной власти, но и по предметам другим совместного видения. Мы видим по объему данного проекта федерального закона, который буквально состоит около 200 страниц машинописного текста, что возможно есть излишнее регулирование общих принципов организации государственной власти субъектов Российской Федерации. Но, тем не менее, мы должны признать тот факт, что по тем или иным особенностям, которые должны присущи тем или иным территориям и субъектам Российской Федерации, федеральный законодатель дает право субъектовому законодателю это регулировать на своем республиканском, либо же краевом и областном уровне. Таковым относятся механизмы формирования парламентов, законодательных представительных органов субъектов Российской Федерации. Таковым относятся механизмы избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в зависимости от характера, традиций, обычаев субъекта Российской Федерации. Таковым также относятся основные принципы, на которых должны полагаться и работать эти органы государственной власти. И вы буквально постатейно, буквально сегодня это заметили. Тем не менее, коллеги, вы совершенно правы, что есть определенные недостатки, которые играют в пользу федерального центра и в какой-то части ущемляют субъекты Российской Федерации. Таковым бы я отнес в первую очередь, прежде всего, по терминологии. Да? Я согласен с Егором Михайловичем Ларионовым, что по пункту 7 нам обязательно, Светлана Николаевна, нужно будет при перечислении Конституции Российской Федерации, федеральных законов Российской Федерации добавить Конституции, уставы субъектов Российской Федерации, а также законы субъектов Российской Федерации. Тем более в 6-м пункте данные нормы они отражены в полном порядке, и нет последовательности у законодателей, когда
они, упоминая Конституцию и уставы субъектов Российской Федерации в пункте 6, не упоминают его аналогично в пункте 7. На это Егор Михайлович, уважаемый, совершенно справедливо нам подсказал. Во-вторых, по законодательному органу. Здесь упоминается наш законодательный представительный орган, ну, в частности, Государственное собрание Алтуманской Республики Саха-Якутия, как только законодательный орган субъекта Российской Федерации. Между тем, в самой Конституции Российской Федерации во всех его статьях обозначено, что законодательный орган, он является и представительным органом субъекта Российской Федерации, в скобках. То есть здесь нарушается конституционный принцип, и мы должны быть последовательны, придерживаться статей Конституции Российской Федерации, также в проекте этого федерального закона, и об этом нам, федеральному законодателю, обязательно в своем отзыве нужно будет упомянуть. Некоторые наши коллеги здесь упомянули о том, что отсутствует слово высший законодательный представительный орган. Мы это на рабочей группе обсуждали. Члены рабочей группы выразили сомнения, но говорили о том, что это, в принципе, вполне может быть допустимо, потому что здесь упоминается слово «единственный». Но, тем не менее, уважаемые коллеги, я все-таки поддержал позицию Юрия Михайловича Николаева, и нам в отзыве нужно будет прописать, что слово «высший» по отношению к законодательному представительному органу субъектов Российской Федерации нужно будет прописывать. Потому что высшее должностное лицо мы обозначаем как высшее должностное лицо, высший орган исполнительной власти, в скобках правительства субъекта Российской Федерации, мы обозначаем как высший орган исполнительной власти, а в отношении законодательного представительного органа, конечно же, нам не следует ограничиваться словом «единственный», нужно будет все-таки настаивать на позиции, что он является высшим законодательным представительным органом субъекта Российской Федерации. В отзыве, в проекте отзыва, который у вас имеется в раздаточных материалах, мы выразили недоумение тем, что при том, что если высшее должностное лицо избрано гражданами Российской Федерации, проживающими на территории того или иного субъекта Российской Федерации, то есть прямым волеизъявлением граждан, президентом Российской Федерации может быть объявлен выговор как таковой. Источником власти по Конституции Российской Федерации является народ. В данном случае, допустим, в нашей республике Саха-Якутия Илдархан наш избирается прямым волеизъявлением граждан. И при этом каковы правовые последствия будут этого выговора высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, избранному всенародно? Никаких правовых последствий ни в проекте федерального закона, ни в существующем федеральном законодательстве об этом нигде не обозначено. Поэтому мы в своем отзыве все-таки просим, чтобы данное понятие было исключено, во-первых. И тут совершенно верно нам наши коллеги, которые выступали, отметили о том, что при выражении доверия президентом Российской Федерации высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации здесь исключены критерии, которые должны обозначаться в данном федеральном законе. По каким критериям высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации должно быть выражено недоверие президентом Российской Федерации? И совершенно верно вы говорите о том, что в действующем 184-м федеральном законе обозначены эти критерии, а этих критериев в проекте федерального закона нет. Нам, уважаемые коллеги, нам нужно будет вместе с выговором по механизму выражения недоверия высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации и опять-таки вернуться к 184-му действующему федеральному закону и это дело обозначить. Далее, коллеги, конечно же, нас совершенно не устраивают сроки. Мы должны настаивать на том, чтобы 30-дневный месячный срок внесения поправок в соответствующий проект федерального закона, либо же 30-дневный срок для того, чтобы мы давали отзыв по проекту федерального закона по предметам совместного ведения, остался как наше неотъемлемое право. Вы совершенно верно упоминаете о том, что 15
Мне это недостаточно. Тем более в проекте федерального закона в главах, касаемых законодательных представительных органов субъектов Российской Федерации, упоминается вариативность, что они имеют депутатов как на постоянной основе, так и не на постоянной основе, как у нас в Республике Саха-Якутия. При этом, конечно же, совершенно верно вы упоминаете о том, что 15-дневный срок крайне недостаточен, он практически невозможен для того, чтобы законодательный орган субъекта Российской Федерации соответствующим образом реагировал и осуществлял свое конституционное право, данное Конституцией Российской Федерации. Мы должны на этом, конечно же, настаивать. По 2/3 нам нужно было здесь подумать, конечно же, с другими субъектами Российской Федерации проконсультироваться и принять мнение, что все-таки это достаточно такой механизм, который нам тоже будет мешать осуществлению наших конституционных полномочий. Ну и последнее, коллеги. Вернее, предпоследнее. По части 4 статьи 60 проекта закона содержит положение о том, что особенности осуществления отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в арктической зоне Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. Мы считаем, что отдельным федеральным законом осуществление полномочий органов государственной власти, вернее, федеральных органов государственной власти на федеральной территории это возможно. И такая практика, мировой опыт имеется во всем мире. Но что касаемо Арктики, нам нужно будет возражать. Потому что мы сами настояли о том, что к арктической территории Республики Саха-Якутия относится не только 5 арктических районов, которые изначально были прописаны. Мы туда смогли добиться, что они включены еще 8 наших муниципальных образований. Это 13 муниципальных образований. Они признаны арктической территорией. Федеральным законом это практически получается более половины территории Республики. И недопустимо считаем то, что они могут регулироваться, устанавливаться отдельным федеральным законом, независимо от мнения субъекта Российской Федерации. Поэтому, коллеги, в связи с этим мы считаем, что нужно будет после слов федеральным законом дополнить словами с учетом мнения субъектов Российской Федерации. Таков будет отзыв. Я думаю, что народные депутаты, в принципе, и члены постоянного комитета его поддержат. И на пленарном заседании мы его будем обсуждать в таком порядке. По крайней мере, по проекту отзыва Государственного собрания, который вот вам роздан как членам постоянного комитета, я предлагаю включить вот некоторые пункты, которые были обсуждены сегодня. Ну и самое последнее, по законодательной инициативе прокурора Республики Саха-Якутия. На моей памяти данный вопрос уже не первый год стоит. Прокуратура Республики Саха-Якутия всегда настаивала на том, чтобы право законодательной инициативы было закреплено за данным органом. Мы в течение всех этих последних 10 лет относились скептически к данному вопросу, не скроем, и относились с точки зрения того, о том говорили вот сейчас вы, прежде всего, потому что ни один теоретик государственного права на сегодня не дал мне конкретного ответа, к какому органу ветви государственной власти относится прокуратура. Прокуратура, она не относится ни к органам исполнительной власти, ни к органам законодательной власти, и, как вы сейчас утверждали, ни к органам судебной власти. Она отдельная структура, которая не принадлежит и не относится ни к одной ветви власти. И об этом мы, к сожалению, должны признали и признаемся. Это надзорный орган. Но, тем не менее, в 83 субъектах Российской Федерации, за исключением Республики Саха-Якутия и Чеченской Республики, прокуратуры этих субъектов, конституциями и уставами этих субъектов, за ними закреплено право законодательной инициативы. Это, как вот сказала Светлана Николаевна, есть соответствующая практика.
Мы консультировались с коллегами из наших субъектов Российской Федерации, как пользуются прокуроры на местах этим правом. Ничего страшного не происходит, говорят. Сейчас, наоборот, когда по тем или иным вопросам несоответствие республиканского законодательства федеральному законодательству, прокуратура республики нам пишет, если протест, то в некоторых случаях они пользуются своим правом законодательной инициативы и вносят соответствующие изменения, говорят, в законодательство краев, областей и республик, которые входят в состав Российской Федерации. А у законодательного представительного органа субъекта Российской Федерации есть всегда право принять данную норму закона или его отклонить. Поэтому, коллеги, нам, конечно, с точки зрения теории, когда надзорный орган будет обладать правом законодательной инициативы, это не совсем правильно, но прокуратура настаивает на том, что на субъектовом уровне, именно для того, чтобы акты, принимаемые субъектами Российской Федерации, они не противоречили федеральному законодательству, прежде всего и Конституции Российской Федерации, это, в принципе, допустимо, говорят. Может, нам в этой связи нужно будет задуматься и от нашей скептической позиции, которую мы изначально и всегда говорили по этому поводу, нужно будет воздержаться и более взвешенно подойти к этому вопросу. У меня все. Спасибо. Спасибо, Алексей Ильич. Уважаемые коллеги, значит, мы до конца октября обязаны выразить свою позицию по данному проекту федерального закона. Как мы все понимаем, он, значит, непростой. Мы сегодня услышали от наших старших товарищей ряд предложений. Кроме того, как уже говорил Алексей Ильич, рабочей группой выработана определенная позиция. Вот и с учетом сегодняшнего обсуждения нам необходимо принять два решения. Во-первых, решение комитета рекомендовать Государственному собранию принять постановление по данному законопроекту. И второе, значит, внести проект постановления Госсобрания о проекте данного федерального закона и направить соответствующий отзыв. Коллеги, если вы нам доверите, мы буквально в течение ближайших нескольких дней, имею в виду комитет по государственному законодательству, окончательно оформит отзыв и представит, значит, на пленарном заседании. Поэтому с учетом этого я прошу, значит, проголосовать членов постоянного комитета, кто за принятие вот этих двух проектов решений. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Нет. Воздержался? Нет. Спасибо. Уважаемые коллеги, по первому вопросу повестки дня у нас все. Во-первых, я хочу поблагодарить наших старших товарищей за активное участие, за неравнодушие, за, значит, за судьбу республики. И хочу пожелать, пользуясь моментом, всем самое главное крепкого здоровья. Значит, предлагаю наших приглашенных отключиться.